В День памяти и скорби в Алданском районе открыли мемориал алданским чекистам. Они погибли в годы Великой Отечественной войны, пытаясь обезвредить бандитов, грабивших золотые прииски. О подвиге солдат расскажет Руслан Павлов. Сегодня будет день напоминаний о подвиге и доблести отцов. Вечная слава тем, кто жил, тем, кто отдал свою жизнь за чистое небо у нас над головой. С таких строф началась церемония открытия мемориала алданским чекистам, которые в годы Великой Отечественной войны пали смертью храбрых, обезвреживая банду Егора Павлова, которая орудовала в Алданском округе, грабя золотые прииски и устраивая террор. Инициатором возведения мемориала славы выступило Управление ФСБ России по Республике Саха-Якутия. Организационную и материальную помощь оказали горнорудная компания «Алдан-Золото», администрация города, Боевое братство и многие другие. Символично и то, что мемориал чекистам открыли 22 июня, в День памяти и скорби. На церемонии присутствовала внучка найденного Андрея Ивановича, которая помнит, хранит и передает по наследству героический путь своего деда. Гордость, во-первых, за своего деда, что воевал, погиб так, защищая нашу землю алданскую. Слова благодарности, во-первых. Огромное спасибо всем, кто помогал в восстановлении, в открытии этого памятника. Открытие мемориала алданским чекистам – это не только дань памяти и уважения героям. Это еще и момент воспитания в подрастающем поколении чувства патриотизма и любви к родине. Очень приятно, чтобы этот памятник продолжал свое дальнейшее воспитание молодежи на основе традиций прекрасных. Порядочность, честность, преданность родине. И, конечно, высокий профессионализм. С каждым годом все дальше и дальше от нас эхо той ужасной войны. Но пока мы помним, открываем новые имена героев и увековечиваем их память, силен наш дух, сильна наша держава. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.